месяц остается до выборов президента Российской Федерации. Именно об этом сегодня поговорим в программе «Интервью». Здравствуйте, я представляю гостя в студии. Это Азат Галимханов, председатель Центральной избирательной комиссии Республики Башкортостан. Азат Булатович, здравствуйте. Итак, вот сейчас уже к этому моменту завершилась самая важная, наверное, стадия. Это выдвижение, регистрация кандидатов. Кого мы увидим в бюллетене? Действительно, завершилась важная стадия избирательного процесса. 3 кандидата были выдвинуты политическими партиями. Это Либерально-демократическая партия России, Коммунистическая партия Российской Федерации и партия «Новые люди». Значит, от ЛДПР был выдвинут кандидатом Леонид Слуцкий, от КПРФ Николай Харитонов и от партии «Новые люди» Владислав Даванков. Значит, действующий президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин выдвинулся в порядке самовыдвижения. Центральная избирательная комиссия Российской Федерации утвердила бюллетени, где внесли 4 фамилии в эти бюллетени. В этих бюллетенях, кроме того, будет размещена краткая информация о кандидатах. Форма бюллетеней утверждена. Чем сейчас занимаются избирательные комиссии? В настоящее время избирательные комиссии занимаются информационной работой, значит, проводят разъяснительную работу с избирателями. Кроме того, формируется кадровый резерв в состав участковой избирательной комиссии, готовят помещения для голосования, то есть все помещения должны соответствовать требованиям, предъявляемым пожарными службами, значит, на антитеррористическую безопасность. Кроме того, члены участковой избирательной и территориальной избирательной комиссии проходят обучение с работниками Центральной избирательной комиссии Российской Федерации в рамках такого проекта, как «Информ-УИК». Азат Булатович, «Информ-УИК» – это проект, который, по сути, в рамках которого обходят избирателей, встречаются с членами участковых избирательных комиссий. Но вот на самом деле эта форма общения с избирателями уже практиковалась и до этого. Вот чем она отличается сейчас? Раньше, помните, да, мы получали в почтовом ящике письменное уведомление, приглашение, что приглашаем вас явиться на избирательный участок, расположенный по такому-то адресу. В настоящее время, да, с учетом цифровизации, это немножечко другая задача. Предполагается, что члены участковой избирательной комиссии будут делать поквартирный и подомовой обход с целью информирования избирателей. То есть в ходе беседы с избирателями предполагается то, что они будут рассказывать об избирательном, где находится избирательный участок, о возможности проголосовать дома для маломобильных граждан, о возможности проголосовать на другом избирательном участке в рамках проекта «Мобильный избиратель». Кроме того, мобильный избирательный участок. Кроме того, члены участковой избирательной комиссии будут информировать граждан о кандидатах, то есть составлять информацию, предоставлять информацию об участковых избирательных комиссиях, их местоположении, о телефоне. Ну и, скажем так, выверять списки избирателей на предмет того, нет ли ошибок в списках избирателей по системе ГАЗ-выборы. То есть предполагается общение с тем, чтобы члены участковой избирательной комиссии ближе познакомились с избирателем и разъяснили о том, что у нас проходят выборы президента Российской Федерации. Как узнать обходчиков, и чтобы не воспользовались этим мошенники? Может быть, у них будут удостоверения, какие-то отличительные признаки? Конечно. Значит, у члена избирательной комиссии будет удостоверение, на котором будет наклеена его фотокарточка, скреплена печатью. Кроме того, у каждого члена участковой избирательной комиссии будет брендированная накидка, сумка и нагрудной знак. То есть документ они обязаны предъявить по требованию избирателя. Отличительный знак это будет одежда, накидка. Азат Булатович, расскажите, когда и где можно будет оформить заявление для голосования по месту нахождения? Может быть, используя программу, как раз проект «Мобильный избиратель». Действительно, в рамках, опять-таки, «Информ-УИКа» гражданам будет рассказано о такой возможности проголосовать по месту нахождения избирателя с 15 по 17 марта. Вот этот проект «Мобильный избиратель» предполагает то, что наши граждане, которые будут находиться где-то в отпуске, в командировке, по месту учебы, могут выбрать свой участок, где они будут находиться, и там проголосовать. Значит, выбор участка в рамках проекта «Мобильный избиратель» уже можно сейчас. Значит, во-первых, это самая простая форма, наверное, через госуслуги. Буквально 2-3 минуты, и вы можете выбрать участок там, где вы будете находиться. Второй вариант, вы обращаетесь в МФЦ. То же самое можно сделать. Третий вариант. Мы обращаемся в территориальную избирательную комиссию, естественно, с паспортом, удостоверяющим документом, удостоверяющим личность, где вы собственноручно пишете заявление о переводе участка. С 7 по 11 марта уже будут принимать такие заявления участковые избирательные комиссии, где в любую участковую избирательную комиссию можно будет обратиться, и они также выберут вам подходящий по месту нахождения ваш избирательный участок. И я обращаю ваше внимание, да, что действительно у нас же много наших граждан, наших избирателей, жителей республики работают вахтовиками, кого-то дети учатся в других городах. И вот эта возможность предоставляется им выбрать свой участок по месту работы, по месту учебы или по месту отдыха. Азат Булатович, будет ли организовано голосование на дому?
Да, это тоже, значит, определенная форма голосования. Значит, это она предназначена в первую очередь для маломобильных граждан. И как раз таки, когда члены участковой комиссии в рамках информ-УИКа будут приходить к гражданам, они будут рассказывать о такой возможности. Ну и спрашивать, да, кто может прийти на участок, кому нужно отправить членов комиссии, и разъяснят порядок, как это будет происходить. Вот. То есть это действительно стандартная процедура. Заявления подаются до 14 часов 17 марта, то есть до 2 часов дня последнего дня голосования в участковую избирательную комиссию. Комиссия приходит и на дому организуется голосование. Причем это может быть разные категории лиц. Да? Вот приболели вы, маломобильные. Да, это такая форма есть. Предусматривается ли система видеонаблюдения? Да, действительно. Значит, у нас половина избирательных участков организовано видеонаблюдением с прямым трансляцией с выходом в интернет. Вторая половина участков есть видеорегистраторы, где будет вести запись, и в случае необходимости всегда к ним можно обратиться и посмотреть, как проходило голосование на том или ином избирательном участке. Расскажите, когда будут напечатаны бюллетени, и, наверное, главный вопрос, как они будут защищены от подделок? Форма бюллетеня была утверждена на этой неделе Центральной избирательной комиссии Российской Федерации. Значит, мы получили официальное разъяснение. В настоящее время бюллетени печатаются в типографиях. Бюллетени, после того, как они будут напечатаны, будут передаваться спецсвязью в территориальные избирательные комиссии. Дальше с территориальных избирательных комиссий бюллетени будут забираться участковыми избирательными комиссиями, а там уже будут находиться под охраной органов внутренних дел. Значит, каждый бюллетень будет наклеен, на каждый бюллетень будет наклеена защитная марка. Кроме того, на каждом бюллетене будут расписываться 2 члена участковой избирательной комиссии, с тем, чтобы избежать фальсификации, подделок бюллетеней. Чем отличается нынешняя кампания от выборов президента России 2018 года? Возможно, есть какие-то изменения в законодательстве? Ну, наверное, самое главное отличие то, что в этом году мы проводим выборы 3 дня. Это действительно удобно для граждан, то есть подобрать любой день, 15, 16, 17. Дальше вот эти 3 проекта, которые они активно развиваются, это тоже с учетом действующего законодательства и процесса цифровизации. Да? Это мобильный избиратель, это информ-УИК, вот, возможность голосовать вне помещения. Кроме того, в некоторых субъектах Российской Федерации есть дистанционное электронное голосование. Но Республика Башкортостан в этот субъект перечень не входит, поэтому, наверное, мы подробно останавливаться не будем. Всего таких 28 субъектов. Вот. В целом, значит, выборы действительно проходят, ну, в принципе, в соответствии с действующим законодательством, ну, примерно в таком же порядке, как и прошлые выборы президента Российской Федерации. Какие события избирательной кампании ожидают нас в ближайшее время? На этой неделе у нас прошла жеребьевка Республики Башкортостан, прошла жеребьевка Центральной избирательной комиссии Российской Федерации по поводу предоставления возможности кандидатам вести агитацию на теле- и радиокомпаниях Российской Федерации, Республики Башкортостан. Вот, сегодня у нас пройдет жеребьевка Центральной избирательной комиссии Российской Федерации уже по печатным изданиям. То есть сейчас кандидаты активно начинают проводить агитационную работу. Вот это, наверное, основные движения, которые будут в ближайшее время. Если вдруг у наших телезрителей, у избирателей возникнут вопросы, куда можно обратиться? Есть горячие линии Центра избиркома Российской Федерации, горячие линии Центра избиркома Республики Башкортостан, которые работают ежедневно с 9 до 6, и мы ответим на любой вопрос любого избирателя. Кроме того, много идут обращений у нас по электронной почте, где мы тоже на каждое обращение незамедлительно отвечаем. Азат Булатович, спасибо огромное за интервью. Я надеюсь, что мы с вами еще не раз увидимся. Спасибо. Спасибо большое за предоставленную возможность. Спасибо. Напомню, это была программа интервью. Мы говорили о предстоящих выборах президента России. Спасибо, что были с нами.